Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия столкновения Порше и Опеля в центре Казани. Все на красный свет светофора стояли. Откуда он взялся? Как он вылетел? Скорость была у него бешеная. Кто поехал на красный? В Казани полицейские обнаружили подпольный цех по производству алкогольных напитков. Ну не рыночная цена. Нет. Дешевле, да? Дороже. Насколько прибыльный этот бизнес? А также вердикт суда многодетной женщине за убийство мужа. Суд приговорил признать виновным в совершении преступления. Подробности страшного преступления. Это и не только. Прямо сейчас. 3 человека пострадали в результате аварии на пересечении улиц Лево-Булачная и Ташаяк. Там столкнулись Порше Панамера и Опель Астра. После удара Порше отбросила на металлический отбойник. Никто из водителей вину признавать не спешил, но автоинспекторы все же сделали свои выводы. Какие, узнала Нафиса Минязова. Он вот резко вылетел. Все автомобилисты стояли. Все на красный свет светофора стояли. Откуда он взялся? Как он вылетел? Скорость была у него бешеная. Так объяснял произошедшее водитель автомобиля «Опель Астра». Он рассказал, что с другом ехал по улице Ташаяк, и, по его словам, Порше вылетел на перекресток на красный сигнал светофора. Машины столкнулись, и Порше отбросил на металлический отбойник. Кто пострадал у вас? Я и товарищ. Оба были пристегнуты. Из-за того, что были пристегнуты, подушки безопасности сработали. И это... На что вообще жалуетесь? Что болит у вас? Голова болит. Однако водитель Порше с этим категорически не согласен. По его мнению, именно водитель Опеля выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Я остановился на светофоре, потом только когда все поехали, я поехал. 23-летний водитель Порше также жаловался на боли в голове. Обращаться будете тоже в больницу? Один были в машине? В результате к медикам с ушибами головы обратились 23-летний водитель и 21-летний пассажир «Опеля». После оказания помощи они были отпущены из больницы на амбулаторное лечение. Автоинспекторы, сделав замеры, оценив обстановку на месте, сделали предварительный вывод, что в аварии, скорее всего, виноват водитель «Опеля». Но окончательные выводы будут сделаны во время детального разбора происшествия в автоинспекции. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Фура из Нижнего Новгорода вылетела в кювет около села Богородское в Пестричинском районе. Водителя с различными травмами госпитализировали. Почему многотонная машина слетела с дороги, узнавала Айгуль Бадрудинова. Свидетелями того, как многотонная фура оказалась в кювете, стали множество водителей. Они вызвали на место все экстренные службы. Дальнобойщика, он ехал из Нижнего Новгорода, госпитализировали. К месту аварии позже приехал коллега пострадавшего. Он рассказал, как произошла авария, и остался охранять грузовик. Вроде говорят, что экскаватор ехал, и он в экскаватор врезался. Как установили автоинспекторы, в аварии, скорее всего, виноват сам 35-летний дальнобойщик. По предварительным данным, водитель Скании, двигаясь по правой полосе, не выбрал безопасную скорость и врезался во впереди едущий колесный экскаватор. И только после этого съехал в кювет. Степень вины водителя теперь предстоит установить автоинспекторам после того, как мужчину выпишут из больницы. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112». В одном из челнинских магазинов под этикетками известных производителей продавали сомнительного качества алкоголь без акцизных марок. Продукцию с признаками контрафакта выявили сотрудники отдела экономической безопасности по набережным Челнам. Во время обыска в торговой точке обнаружили несколько десятков коробок с сомнительной продукцией. Это виски, коньяк, вино и водка. На бутылках отсутствовали акцизные марки, количество жидкости в бутылках было разным. Качество этикеток и закупорки алкоголя было низким, а сопроводительной документации на спиртное в магазине не было. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил 936 литров. Всю изъятую алкогольную продукцию планируется направить на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. А в Казани полицейские обнаружили подпольный завод по производству алкогольных напитков. Располагался он в одном из гаражей в Советском районе столицы Татарстана. Под подозрение в его организации попал 31-летний мужчина, хозяин гаражного бокса. Он тут же был и задержан. О доходах нелегального бизнеса Наталья Мезина. Что здесь было? Здесь спирт с водой мешает. А кто мешает? Я мешаю. Он и организатор, и работник цеха, и продавец, и бухгалтер. Понимает, что скрывать тут уже нечего. И добавляет, знал, что за ним придут. А у вас как-то это зарегистрировано или ИП, ЧП? Нет? Все нелегально? Все нелегально. Ну, знали, что поймать, что ли, когда-никогда, или как-то? Ну да, знал, что поймают рано или поздно.
На это производство полицейские натолкнулись не случайно, знали, куда идти и что там увидят. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Казани получили оперативную информацию о том, что один из жителей города в гаражных боксах в Советском районе организовал производство и розничную продажу этилового спирта без соответствующей лицензии. Таким образом, рассказывает задержанный, проработал 2 года. Зарабатывал немного, по крайней мере не столько, чтобы без сожаления отправиться на скамью подсудимых. И сколько вот за это время, за 2 года примерно? 70 ящиков. Сколько денег примерно? Заработал? Да. 1200. За 2 года? Да. Это же не основная работа. Тем не менее, знает и клиентуру. Постоянных, признается, было мало. Покупатели в основном всегда разные. И даже организовал рекламную кампанию в популярных мессенджерах. Покупатели же никогда не интересовались наличием документов. И за какие цены отдавали? Цену не могу рассказать. Ну не рыночная цена? Нет. Дешевле, да? Дороже. А, дороже даже? Дороже. Качественно берем. Экспертиза установила, что найденные в гараже 1,5 тонны жидкости – не что иное, как этиловый спирт крепостью свыше 95 градусов. Его стоимость больше 1 миллиона рублей. В отношении задержанного полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство и оборот этилового спирта в особо крупном размере». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Наталья Мизина, вызов 112. Велосипед, болгарку и бензопилу украли у 58-летнего жителя поселка Юдино из подсобного помещения. Замок входной двери в сарай был сломан. С заявлением о пропаже личных вещей мужчина обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 24 тысячи рублей. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место преступления. Служебная собака взяла след и указала направление движения злоумышленника. Участковые, зная маршрут передвижения подозреваемого, предварительно установили его личность. 62-летнего казанца они задержали по месту жительства по горячим следам. В ходе обыска у него были изъяты похищенные электроинструменты. В дальнейшем установлено и место сбыта велосипеда. В пункт приема он приехал на похищенном транспортном средстве. Это зафиксировали камеры наблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В Нижнекамский суд вынес вердикт 33-летней женщине, матери 3 детей, которая обвинялась в убийстве собственного мужа. Кровавая семейная драма произошла в апреле этого года. Супруги поссорились во время застолья. Результатом стали несколько ножевых ранений у мужчины. Выжить он не смог. Елена Веселова узнала, что женщину отпустили прямо в зале суда, и расскажет, почему. Они без меня не смогут, я уж тем более. Они даже без меня спать не могут. Последнее слово подсудимой. Женщина дрожащим голосом просит суд дать отсрочку отбывания наказания. Не для себя, а ради 3 несовершеннолетних детей, отца которых она убила собственными руками. Кровавая семейная драма произошла в апреле этого года. Следствие установило. Во время застолья между супругами произошел конфликт. Муж ударил жену. В ответ она нанесла ему удар ножом. Осознав, что произошло, женщина вызвала скорую и пыталась сама оказать помощь. Но мужчина скончался до приезда медиков. Ему был 31 год. Свою вину женщина признала частично, мол, не хотела убивать, просто защищалась. Приговор многодетная мать слушала, опустив глаза. Суд приговорил признать виновным в совершении преступления. Предусмотрен частью 1 статьи 105 Кодекса Российской назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. В соответствии с частью 1 статьи 82 Кодекса Российской отсрочено реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. 33-летнюю женщину отпустили из зала суда. Отбывать наказание она начнет через 6 лет. Елена Веселова, Альбина Валеева и Евгений Лызаев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.